Добрый день, уважаемые жюри. Меня зовут Устина. Мне 6 лет. Тема моей работы – сотовый телефон. И пользуюсь. Все очень любим играть на сотовом телефоне. Но не знаю, как можно навредить нашему здоровью. Я решила узнать, как влияет телефон на наш организм. Цель изучить положительные отрицательные стороны о сотовом телефоне. Можно звонить где угодно, и здесь угодно случай безопасности о сотовом телефоне. Можно позвонить в службу спасения. Там есть калькулятор, фонарик, будильник, часы, фотокамера. Можно это все использовать. Телефонная трубка – это маленькая микроволновка, которая нагревает наш мозг. Во время разговора мы наносим себе вред. У маленьких это больше влияет, чем у взрослых, потому что у взрослых очень большая голова, а у маленьких очень маленькая голова. У телефона очень маленькие экраны, поэтому наши глаза устают. Если долго носить наушники, звук быстро состареет. У телефона очень много бактерий, чем на подошве обуви и на сиденье туалет. Даже не работающий телефон лежит в нашей кроватке, может помешать нам сну. Мы с мамой дома делали эксперимент, когда мама положила под подушкой телефон, и когда она проснулась, у нее болела голова, она была уставшая. На второй день мама положила в другую комнату, и когда она проснулась, она не была уставшей, у нее не болела голова. Я спросила у детей, если у них есть сотовый телефон, знают ли они о вреде телефона. Мама узнала, что их дети играют больше 2 часов в день. Приняли участие 20 детей и 12 родителей. Некоторые дети играют на родительном телефоне. Зная все это, мы решили сделать памятку. Одевайте свой телефон, мойте руки, если вы держите свой телефон, долго не носите наушники, не кладите свой телефон под подушкой, мойте руки, если вы держите свой телефон, долго не держите свой телефон в уху. Не берегите телефон в низком заряде. Я узнала много интересного о сотовом телефоне. Буду соблюдать правила на сотовом телефоне. Постараюсь меньше играть на сотовом телефоне. Буду объяснять это всем детям. Спасибо за внимание.